Внести изменения в конструкции автомобилей по закону временно невозможно. Это касается только тех случаев, когда переоборудование произошло после 1 июня. С этого месяца вступило в силу постановление правительства страны, согласно которому проводить техэкспертизы могут только аккредитованные лаборатории. В теме разбиралась Саргалана Захарова. Новые правила переоборудования автомобилей ввели российских водителей в ступор. Предварительную экспертизу изменений теперь могут проводить только аккредитованные организации, которых в целой стране пока нет. А справка – обязательная часть пакета документов, которые предоставляют в ГИБДД, чтобы узаконить новшество машины. Пока нету смысла получать заключение лабораторий, потому что, во-первых, они могут быть не сертифицированы. И хорошо, если окажется порядочный владелец лаборатории и вернет вам денежные средства. Ну, может быть и наоборот. Скажут: извините, мы работу свою сделали, дальше ваши проблемы. Столкнулась с проблемой и автоледи Екатерина Кузьмина. Планировала перевести машину на газовое оборудование, но теперь от идеи придется отказаться. Я на предыдущей машине ездила, и там было газовое оборудование. Это экономия денежных средств, получается, моего бюджета. Я хотела бы поставить газовое оборудование. И хотелось бы, чтобы это как-то было легально. А легально, пока не открылись аккредитованные центры, установить не получится. Поэтому инспекторы настоятельно просят повременить с изменениями. Иначе придется раскошелиться за незаконное переоборудование на 500 рублей. И это еще не все. Если в течение 10 дней не оформить весь тюнинг, то можно лишиться уже не только более внушительной суммы денег, но и регистрации транспорта. Не касаются нормы тех автолюбителей, которые успели получить нужные справки до 1 июня. Те материалы, которые были до 1 июня нами получены и выданы гражданам, и дано разрешение, они уже, то есть, к нам обращались и прошли, скажем так, первый этап проверку, то, конечно же, мы их будем дорабатывать. Когда появятся центры и лаборатории, пока неизвестно. Более того, не прописаны еще требования для их аккредитации. Но уладить этот вопрос обещают. Процедура станет даже легче, чем была раньше. Заявки можно будет подавать через госуслуги, а подходить в ГИБДД просто с пакетом документов. Саргалана Захарова, Семен Семенов, Якутск.